таким? Я тебе скажу так. Когда мы ездили в Москву, а у нас он практически одну командировку без меня поехал на Дни культуры и жили в гостинице, где у него небольшая перепалка с обслуживающим гостиничным персоналом. Потом приехал. Больше я без тебя... Тоже я улаживал, понимаете, какие-то такие организационные дела. Больше я не поеду без тебя. Я спросил, чего? А вот там получилось как-то. И когда мы приезжали, мы жили всегда в 305-м номере гостиницы «Москва» на 3-м этаже. Это забронирован был практически за ним. Ну, на время пленумом, активов и так далее. И я всегда его провожал на заседания до Красной площади и так далее. И один раз мне он говорит: Иван, тебе задание. Какое он получил? Вот у меня есть внук Иван, ты найди кролячью шапку. Ты же в Москве будешь свободно вот сейчас, найди. Я говорю: Иван Павлович, чего я буду по Москве бегать? Я приеду Муравьеву, который занимался отдел торговли в обкоме, скажу, он принесет вам любую шапку. Он меня остановил и сказал: сынок, если будет Муравьев выполнять мои задачи или вот такие просьбы, после меня пойдут табуном все чиновники, и сами, и жены, потому что они увидят пример, что я этим пользуюсь. Вот так он меня осек. И ничего особенного, понимаешь, он не накопил. Он так говорил, когда уходил. Ну, я не знаю, надо это или не надо. Он мне позвал, говорит: Иван, вот у меня есть 6 тысяч за время всей работы. Мне дают пенсию. Я ухожу на... Пенсии мне хватит. Он начал советоваться, как распорядиться с этими деньгами. Я говорю: могу купить, а у него сын и дочь. Молодые же. Я могу им по машине, по «Жигуленку» купить, и все деньги. Ну, как ты вот считаешь, нужно вот так мне потратить деньги? Можно? Как молодежь это воспринять? Ну, я ему говорю: Иван Павлович, конечно, молодым хочется машину иметь тогда, когда вот в молодые годы. И он действительно и тому купил машину, а сам остался с одной пенсией. С одной пенсией. Ничего не накопил, ничего не оставил и прочее, прочее.